Черный понедельник Китая, баллистика в сотнях метров от Зеленского, Европа готова отправить миллионы украинцев домой. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Германия учит школьников, как выжить при нападении России. Трамп запускает экономическую химиотерапию против Китая. В Беларуси находят американскую взрывчатку на границе. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Жесткий месседж с американского борта номер 1. Дональд Трамп заявил, иногда нужно принимать лекарства, когда речь зашла о рынках. Это не про здоровье, это про экономику. И, судя по всему, он готов к тому, что рынки лихорадят, если это поможет выиграть торговую войну с Китаем. Дальше больше. Трамп четко дал понять, никакой сделки с Пекином не будет, пока США не сократят огромный торговый дефицит. Говоря проще, Америка покупает у Китая гораздо больше, чем продает, и Трамп хочет это изменить любой ценой. Я не хочу, чтобы что-то падало, но иногда нужно принимать лекарства, чтобы что-то исправить. Гонконгская биржа закрылась с падением на более чем 13%. Это худший день с 1997 года. На Тайване рекордное падение на почти 10%. Такого там не видели никогда. В Китае обрушение на 13,7%. И это самый жесткий день с 5 июня 1989 года. Да, с тех самых событий на площади Тяньаньмэнь, которых якобы не было. Алибаба, крупнейший IT-гигант Китая, ушел в пике. Акции рухнули на 19%. Это исторический крах для компании. Такого Азия не видела со времен финансового кризиса 2008 года. Но не только Азия. Париж, к примеру, останавливает все банковские операции на своем фондовом рынке после падения на 6,5%. Акции Tesla рухнули более чем на 10%. Опустились ниже недостижимой низкой отметки, как ее назвали в Минфине. Это серьезно ущемляет законные права и интересы других стран, нарушает правила ВТО, подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему и нарушает глобальный экономический порядок. Китайское правительство решительно осуждает такие действия и решительно выступает против них. Подход США – это типичный акт одностороннего подхода, протекционизма и экономического запугивания. Эксперты бьют тревогу, если падение не остановится, нас может ждать новый черный понедельник, как в 1987 году, когда рынки рухнули почти одновременно. 4 миллиона украинцев под угрозой. Евросоюз может выбросить беженцев после перемирия с Россией. С 2022 года украинцев в ЕС защищал особый закон – директива временной защиты. Благодаря ей беженцы получали жилье, работу, доступ к медицине и образованию. Это спасло почти 4,3 миллиона человек. Большинство обосновались в Польше, Германии, Чехии и Словакии. Но теперь все может рухнуть на фоне разговоров о перемирии с Россией. ЕС начал обсуждать, что же делать с этим временным статусом, когда стрельба утихнет, а решения пока нет. Ситуация абсурдна, если завтра подпишут перемирие, миллионы украинцев окажутся в юридическом вакууме. Одни страны захотят избавиться от статуса, другие предложат интеграцию, а третьи мягко намекнут «пора домой». Euractiv публикует исследование, результаты которого говорят сами за себя. Все меньше людей готовы возвращаться в Украину. 77% было в 2023 году, а в 2024 уже 65%. Число тех, кто вообще не верит в возвращение, удвоилось с 5 до 11%. Все больше просто не знают, что делать. Чехия, Германия и Еврокомиссия вроде бы что-то обсуждают, говорят, решение примут в июне, но ни сроков, ни гарантий нет. А решения должны утвердить все 27 стран, а это, как всегда, грозит политическим тупиком. Некоторые страны начали действовать без Брюсселя. Польша, к примеру, даст украинцам 3-летний вид на жительство, если они уже под защитой более года. Чехия обещает спецразрешение на 5 лет для тех, кто работает и чьи дети ходят в школу. Но даже они предупреждают, как только война закончится, новых статусов не будет. Германия, варианты готовы, но решение оставляют следующему правительству. Словакия и другие пока только обсуждают. Продлят ли защиту или начнется массовая депортация под видом
видом мирного возвращения домой. Как думаете вы? Не забывайте, что можно написать свое мнение в комментарии под этим видео, и нужно так сделать прямо сейчас. В Одессе едва не случилось непоправимое. Во время визита премьер-министра Греции в город в нескольких сотнях метров от официальной делегации упала баллистическая ракета. Это подтвердил глава Одесской областной администрации. На одной из локаций завершали встречу, и присутствовал и наш президент, и я так скажу визуально, там 300-500 метров прилетела баллистическая ракета, а вы сами знаете, что это вся Одесса слышит, а мы были практически там, вообще рядом. И охрана, конечно, вся в суете, сразу все по машинам, а президент наш говорит, вон, смотри, я тебе покажу, куда прилетело. Его за руку показывать. В охране чуть паника началась, куда же его... Они пытаются в машину всех завести, а президент говорит, идем, я покажу, вон с той стороны прилетело. Речь идет о том самом визите, во время которого премьер Греции Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский выступали на фоне разрушенного порта и говорили о помощи Украине. Уже тогда в городе звучали сирены, но никто не ожидал удара настолько близко. Этот эпизод не просто очередной обстрел, это прямой сигнал Кремля. Даже визиты высокопоставленных лидеров не останавливают российские ракеты. Германия всерьез готовится к войне. Школьников учат действовать в случае атаки России. Всем гражданам советуют собирать тревожные чемоданчики. Такого в Германии не говорили десятилетиями. Министерство внутренних дел открыто заявляет, нападение России на территорию НАТО – это не фантастика, а реалистичный сценарий. Генеральный инспектор Бундесвера считает, что Москва решится на нападение в течение 4-7 лет. И страна должна быть к этому готова. Теперь в школах хотят ввести обучение на случай войны и других катастроф. Детей будут учить, как действовать при бомбежках, отключении связи и других чрезвычайных происшествиях. Причина проста: школьники считаются одной из самых уязвимых групп. В Беларусь пытались ввести полтонны взрывчатки. Во всяком случае, так утверждают пограничники. На пункте Брест задержали микроавтобус, в котором была самая крупная партия взрывчатки за всю историю страны. 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно США, пытался провести через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель. Водитель-молдаванин, который ехал из Литвы в Россию, под полом и в стенках вся машина нафарширована теном, это взрывчатое вещество. Это не фейерверки, это военная взрывчатка, от которой легко мог бы рвануть целый квартал. Непонятно только, почему эта взрывчатка именно американского происхождения, но пограничникам в Беларуси виднее. Водитель делает вид, что не в курсе, мол, друг попросил перегнать автодом, а за всем стоит некий Роман из Эстонии и загадочный Иван. Выглядит все это как часть четко спланированной операции, причем не сразу понятно, чьей именно. Цены обвалились до минимума за 4 года. Мир на грани торговой войны, рынки трясет. Нефть резко подешевела почти на 4%. Это самое низкое значение с 2021-го. Причина – обострение конфликта между США и Китаем, и последствия могут быть гораздо серьезнее, чем просто ценовой провал. Бренд упала до $63, а WTI ниже 60 за баррель. Инвесторы боятся, мировой спрос падает, экономика тормозит, значит, и нефть никому не нужна в прежних объемах. Сложно разглядеть предел для снижения цен на нефть до тех пор, пока паника на рынках не уляжется, а это вряд ли случится, если только Трамп не выскажется, чтобы остановить нарастающие страхи по поводу мировой торговой войны и рецессии. Все началось с новых пошлин от Вашингтона, Трамп жестко ударил по китайским товарам, Пекин моментально ответил, и теперь рынки лихорадят. Говорить о переговорах уже не приходится, это прямая торговая война. Казахстанские эксперты пишут, что вся эта история вписывается в давно обсуждаемую схему наказание Казахстана за регулярное превышение квот ОПЕК, о чем не раз предупреждали западные аналитики. По данным источников Bloomberg, предпринимаемые меры направлены на ужесточение дисциплины внутри вот этого картеля.
прежде всего в отношении таких нарушителей, как Казахстан и Ирак. О том, что Саудовская Аравия готовится обрушить цены на нефть, затопив рынок собственным сырьем, чтобы прижать Казахстан, систематически нарушающий установленный лимит добычи, эксперты и медиа заговорили еще осенью 2024 года. Ну а вот российская нефть тоже падает в цене. По данным Bloomberg, цена на марку «Уралс» упала до $50 за баррель, но в Кремле все еще пытаются сохранить хорошую мину. Правда, говорят, что цены на нефть – это важный показатель российского бюджета. Конечно, сейчас если наблюдать за ситуацией в общей мировой экономике, то скорее она весьма и весьма напряженная и полна такими негативными ожиданиями в экспертной среде и среди игроков на рынках и так далее и тому подобное. Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики. Иран воюет с США мультфильмами. В пропагандистском ролике «Ядерный удар по американской базе в Индийском океане». Аятолла включает анимационную артиллерию. Иранские госмедиа выпустили мультфильм, в котором страна наносит ядерный удар по базе США в Диего-Гарсия. Это ключевой форпост Пентагона в Индийском океане, где размещены стратегические бомбардировщики и, скорее всего, ядерное оружие. На видео стилизованный ядерный гриб, торжествующий голос диктора, разочарованный и расстроенный Трамп. Только вот выглядит это не как демонстрация силы, а как отчаянный троллинг в духе карикатурной войны. Так Иран пытается ответить на жесткое давление США в регионе, особенно после обострения ситуации вокруг Хамаса, атаки хуситов и ударов по иранским объектам в Сирии. Но когда страна, находящаяся под угрозой международной изоляции, показывает анимационные бомбы, это скорее выглядит как паника в гримасе бравады. США пока не отвечали, но вряд ли в Пентагоне воспринимают всерьез мультяшные угрозы. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.